Путешествие – тема сегодняшнего урока «Первые путешественники в космос». Сегодня на уроке ты узнаешь, кто первым совершил полет в космос, как отличать глаголы, указывающие на завершенность действия, а также научишься правильно использовать эти глаголы в речи. Так, для начала я предлагаю тебе посмотреть видео о первых путешественниках в космос. Байконур – это первый в истории человечества космодром, где со стартовых площадок полигона началась целая серия революционных прорывов в космос. Байконур был основан в 1955 году в Кармакшинском районе Кызылординской области. С Байконура был запущен первый в истории искусственный спутник. Совершили свой полет Белка и Стрелка, а также первый космонавт Юрий Гагарин. Первые в мире искусственные спутники Солнца, Луны и Венеры, космические корабли, орбитальные станции, метеорологические искусственные спутники были впервые запущены с космодрома Байконур. На сегодняшний день город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс Байконур. По обоюдному согласию Россия арендует Байконур у Казахстана до 2050 года. Талгат Мусабаев и Токтар Аубакиров были первыми казахстанскими космонавтами, и в космос они отправились именно с космодрома Байконур. Показав свою высокую подготовку и мастерство в управлении сложнейшей космической техникой, наши соотечественники Мусабаев и Аубакиров удостоились высоких наград. Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров полетел в космос в 1991 году. Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза за смелость и находчивость, позволившие ему посадить свой сверхзвуковой самолет на палубу авианосца в сложных погодных условиях. Наш второй космонавт Талгат Мусабаев трижды побывал в космосе. В 1994 году он пробыл в космосе 126 суток. А в 1998 году он стал командиром международного экипажа. Тогда продолжительность пребывания в космосе составила 207 дней. 11 апреля 2007 года Талгат Мусабаев был избран председателем Национального космического агентства Республики Казахстан. О ком шла речь в данном видеоролике? Совершенно верно. Мы узнали о полете Белки и Стрелки, о путешествии Юрия Алексеевича Гагарина, Тохтара Аубакирова и Талгата Мусабаева. Почему в каждом из этих трех случаев мы можем использовать слово «первый»? Объясни. Совершенно верно. Каждый из них был по-своему первым. Белка и Стрелка – первые четвероногие животные, облетевшие вокруг Земли. Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, совершивший полет в космос. А Тохтар Аубакиров и Талгат Мусабаев – первые казахстанские космонавты. Обрати внимание, во что одеты наши космонавты. Ответить на этот вопрос, а также узнать значение некоторых новых слов ты сможешь, прослушав следующее аудио. Урок номер 55. Космонавт надевает особый космический костюм. Это скафандр. Он защищает космонавта. В космосе человек и окружающие предметы теряют вес. Это состояние называется невесомостью. Планеты, спутники, космические корабли имеют свой путь. Этот путь – орбита. В космосе есть космический дом, где работают космонавты. Это орбитальная станция. Вот мы и прослушали аудиотекст. Теперь ты сможешь ответить на некоторые вопросы. Как называется состояние, в котором человек пребывает в космосе? Совершенно верно. Не только человек, но и предметы в космосе находятся в состоянии невесомости. А что такое скафандр? Правильно, скафандром мы называем космический костюм. Орбита? Абсолютно верно. Орбита – это путь, по которому движутся спутники и космические корабли.
Теперь ты знаешь значение этих слов. Но важно также запомнить, как они пишутся. Обрати внимание. Скафандр, невесомость, орбита. А теперь я предлагаю тебе прочитать вместе со мной текст о белке и стрелке. Но для того, чтобы это сделать, тебе необходимо выполнить еще одну задачу. Пропущены буквы. Сейчас ты должен определить, что же за буквы пропущены в каждом из случаев. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». На борту этого корабля находились собаки Белка и Стрелка. Они были первыми четвероногими космонавтами, которые облетели вокруг Земли и вернулись. Я думаю, что тебе не составило никакого труда определить все пропущенные буквы. Но давай проверим вместе. Итак, слова Байконур, Восток, Белка и Стрелка пишутся с большой буквы. Все это имена собственные. Байконур – это название космодрома, Белка и Стрелка – это клички животных, ну а Восток – это наименование серии космических кораблей. Теперь слова «космодром», «космический» и «космонавты» являются родственниками. Они связаны со словом «космос». Во всех этих трех словах пропущена буква «О». Ну а как пишется слово «корабль», мы узнали и запомнили на предыдущем уроке. В этом слове пропущена буква «О». Молодец, я думаю, что ты все пропущенные буквы определил верно. Но к этому тексту есть еще одно задание. Необходимо найти все слова действия в этом тексте. Слова действия иначе мы называем глаголы. Вспомни, пожалуйста, на какие вопросы отвечают глаголы. Совершенно верно. Что делать, что сделать. Итак, в нашем тексте 5 глаголов. Стартовал, облетели, вернулись, находились, были. Обрати внимание на вопросы, на которые отвечают наши глаголы. Что сделал? Стартовал. Что сделали? Облетели. Что сделали? Вернулись. Что делали? Находились. Что делали? Были. Почему же некоторые из глаголов отвечают на вопрос «что сделать», а другие отвечают на вопрос «что делать»? Обрати внимание, в чем же разница между этими глаголами? Глаголы, отвечающие на вопрос «что сделал», «что сделала», «что сделали», «что сделает», «что сделают», указывают на совершенность действия. Молодец. Теперь давай попробуем правильно подбирать глаголы в предложениях. На экране даны два предложения, в каждом из которых в скобках даны два глагола. Тебе необходимо выбрать тот глагол, который подходит по смыслу. Давай проверим себя. Тохтар Аубакиров открыл космическую страницу независимого Казахстана. Тохтар Аубакиров что сделал? Открыл космическую страницу независимого Казахстана. Во время первого полета Талгат Мусабаев что сделал? Совершил 2 выхода в открытый космос. Итак, глаголы «открыл», «совершил» указывают на завершенность действия, отвечают на вопрос «что сделал?». Итак, наш урок подходит к концу. Сегодня мы узнали значение слов «скафандр», «невесомость», «орбита». Также мы научились определять глаголы, указывающие на завершенность действия, узнали, что они отвечают на вопрос «что сделать?», а также научились правильно применять их в речи. До свидания.